Характері нормально екен. Оозун ачты. Каякта жашайсың? Атың ким? Ак Тилек көчөсүндө жатат. Мындай эки бала. Вот поезд жол жакта жатышыптыр да. Сегодня в столице прошло совещание госорганов, неправительственных организаций и представителей гражданского общества. Специалисты собрались для обсуждения и принятия единого мнения о складывающейся ситуации по распространению наркотиков среди молодежи и их вовлечению в незаконный оборот запрещенных веществ. На сегодняшний день во всех наших школах имеется... Да, в школах Бишкека имеются и кабинеты ИДН. Мы очень тесно работаем с МВД на предотвращение данных ситуаций, с подразделениями МВД. Очень много спортивных мероприятий проводится, именно шествий, именно такие мероприятия, которые призывают обратить внимание на проблему и на предотвращение данной проблемы. За прошлый год в Кыргызстане в рамках борьбы с синтетическими наркотиками было изъято свыше 33 килограммов запрещенных веществ. Были установлены и ликвидированы несколько интернет-магазинов, занимающихся распространением психотропных веществ. Также была пресечена деятельность по ввозу сильных психотропных препаратов, которые использовались для так называемой аптечной наркомании. Но тем не менее, как заявляют представители правоохранительных органов, борьба с незаконным оборотом наркотиков еще не закончена. От общего количества всех зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиком, составляет около 40%. Помимо этого был выявлен ряд интернет-магазинов, которые распространяли наркотики. Принятыми мерами они были ликвидированы, выявлены и ликвидированы. В нашей службе активно функционирует аналитический центр, который на постоянной основе мониторит интернет-пространство путем распознавания этих интернет-магазинов и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Как отметили участники совещания, важным элементом борьбы с подростковой наркоманией является не работа постфактум, а пресечение угрозы на ее первоначальной стадии. Соответственно, специалисты отметили важность профилактической работы и эффективного взаимодействия госорганов по системе государство, общество, семья, где немаловажным фактором является общественное порицание пагубного явления, воспитание в семье и работа в образовательных учреждениях. Мы совместно с Министерством внутренних дел разработали план действий по 4 основным направлениям. Первое – это увеличить количество инспекторов, работающих с детьми. Второе – открыть в каждой школе кабинеты ИДН, потому что не во всех школах они есть. Третье – улучшить системы видеонаблюдения. И четвертое – реформировать методологию профилактической работы, так как пришло время изменить подход к работе. За последние 4 года в Кыргызстане было ликвидировано 15 лабораторий, которые занимались производством синтетических наркотиков. За прошлый год по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» было возбуждено 901 уголовное дело. Адилет Тимирланов, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.